Ни для кого не секрет, что в Якутске уже давно можно выращивать кукурузу, клубнику и даже виноград. Но сегодня мы вам покажем, как можно вырастить в наших суровых климатических условиях такие экзотические фрукты, как манго, мандарины, лимоны, ананас, гранат и многое другое. И в этом нам поможет цветовод Валентина Шипицына, который уже ждет нас. Пройдемте. Валентина, здравствуйте. Здравствуйте, добро пожаловать в наш образцово-показательный детский садик Кангаласского улуса, Центра развития ребенка номер 8 «Аленушка». У вас здесь очень красиво, Валентина, действительно попадаешь в какой-то такой зимний сад, зимнюю сказку какую-то, да? Сколько растений, интересно, как давно появилась первая здесь и вообще чья это заслуга? На самом деле заслуга это первого руководителя Ксензовой Галины Федоровны, которая, начиная с 1983 года, со своих поездок, командировок, привозила разные растения, некоторые из которых до сих пор растут. Да вы что, то есть это уже много-много лет. Ну и мы видим по размеру некоторых, допустим, тех же самых пальм, да, что они привезены давно, да, и растут здесь благополучно. Да, сейчас у нас новый руководитель, Пышненко Марина Александровна, которая содействует и помогает нам в развитии зимнего сада, а также наши сотрудники, которые с Пусков привозят экзотические фрукты, семена, которые мы вот сажаем, выращиваем. Да, то есть я уже затронула эту тему, и я уже вижу те самые экзотические фрукты, потому что некоторые из них сейчас плодоносят. Да. И вот не будем томить долго, да, пройдемте, покажем, что же есть здесь замечательного. Так. Ну давайте начнем вот с лимона. Его несколько лет подарили выпускники как раз же детского сада. И вот он вот начинает, да, уже опять цвести. Мы собираем здесь такие лимоны, они очень вкусные. То есть это все съедобное? Это съедобное, да, мы отдаем на кухню. Значит, там делают чай с лимоном и дают детям пить. Как же повезло воспитанникам этого детского сада, да, свежий лимон. Круглогодично он цветет? Ну, нет, он же, конечно, сезонный. У него есть время для цветения, для плодоношения. И, то есть, ну, примерно сколько килограмм вот можно собрать с этого куста? Ну, вот последний раз мы собрали, ну, наверное, килограмма 2,5. 2,5. Да. И следующее, когда у нас будет плодоносить, через год, он раз в год или? Раз в год, да. Раз в год. Хорошо, тогда подробнее, прихотлив ли он вообще сам по себе лимон? Ну, особо не прихотлив, конечно, но требует, как и любые другие растения, ухода, своевременный полив, обработка, подкормка своеобразная. Ну, то есть, а так, по сути, растет да растет. Ну да, ну за ним, конечно, тоже. Ну, во-первых, надо любить растения, чтобы они еще и росли хорошо, да? Но здесь любви, наверное, много. Детишки приходят, наверное, в свою энергетику дарят этим растениям, поэтому у вас здесь так все цветет и растет благополучно. Хорошо, что еще у вас здесь растет? Лавровый лист, кстати, вот. Тоже в суп? Тоже в суп обязательно. Лавровый лист, в принципе, смотрите, много места не занимает, это не лимонное дерево, да? Небольшой такой кустик. А как выращиваете из семян? Ну, его нам привезли уже отростком, и, ну, вот, пересадили. Ну, и здесь тоже все просто, да? Любит свет в темноте, как? Ну, конечно, надо умеренный свет, никаких прямых солнечных лучей, чтобы листья не горели. Также вот у нас наша звезда, которая постоянно в центре внимания, это мандариновое дерево, которое удивляет всех своим цветением и плодоношением не только района Якутии, но и даже России. Мы знаем, да, вы стали героями федерального канала, да, именно благодаря вот тому самому мандариновому дереву. Обратите внимание, сколько здесь мандаринов. И это все настоящее, да? Да, мы снимаем плоды, конечно, угощаем деток. Плоды, когда созреют, сладкие, сочные. Ну, настоящие мандарины. Мне не верится. Я вот смотрю, мне кажется, здесь какой-то подвох должен быть. Никакого подвоха нету. Реально настоящие мандарины, да еще и в таком большом количестве. А сколько лет этому дереву? Оно же такое огромное. Да, этому дереву больше 20 лет. Вот его как раз первый руководитель, Ксензова Галина Федоровна, вот она его привезла. И вот маленьким, наверное. маленьким, конечно. И растением, вот он разросся, и ему комфортно здесь, да? Максоголохи, он растет, как, допустим,
в той же там Африке, к примеру, да? То есть ничего не отличает. Вот, ну а совсем немного, да, земли-то ему надо, вот обратите внимание, да, но вот здесь. То есть чаша относительно размеров дерева-то небольшая. Но он не вырастает сильно большой, ну, максимум 3-5 метров в высоту. А как вы за ним ухаживаете? Ну, вообще мандарин надо постоянно опрыскивать. Ну, даже можно и комнатные, это тоже касается комнатных растений. В зимний период, когда отопительный сезон начинается, надо, конечно, желательно 2 раза опрыскивать в день. В день. В день, То потому есть что... воду любит? Ну да, но не переливать, конечно, но опрыскивать регулярно надо. Да, также нуждается в подкормке, в обработке. А подкормка это что? Это какие-то биодобавки или же... Да, ну или органические удобрения в основном используем. Обратите внимание, здесь у нас еще растет ананас, Еще и ананасы растут, Максим которые, да, снимали плод. Вообще он появился у нас случайно, покупали в магазине плод, отрезали верхушку, посадили, и вот уже вот ему год, он плодоносил. Уже был и ананас у вас Был дома? самый настоящий ананас, А по вкусовым как ощущениям? самый вкусный. Самый вкусный Самый ананас. вкусный. А что насчет размеров? Вот он прям вот такой большой, килограммовый или все-таки Ну, он нет, маленький конечно, пока? он все-таки был, он в первый раз у нас плодоносил, я надеюсь, что он вырастет и будет плод побольше. Ну, можно сказать так, среднего размера был. Мгм. И тоже, в принципе, все та же подкормка, все то же опрыскивание и полив. Да, умеренный, конечно. Да? Но у вас здесь очень светло, я вижу, у вас очень много таких больших окон, да, и Да, это, наверное, способствует это очень, росту, да, способствует, конечно. Ну а здесь мы видим красные. Гранат, да. Это гранат. Обратите внимание, дорогие друзья, и гранаты есть в Якутии. Вот что касаемо размеров, вырастает больше, то есть Да, это только начало, они только начинают, а так крупные довольно-таки плоды вырастают. Также у нас растет фейхоа, у него очень красивое цветение, необычное прямо, отличается от остальных цветов. То есть это очень красиво еще визуально, да? Но сейчас он выглядит вот так, да? Ну просто не сезон цветения, да, вот оно. Фейхоа. Еще что у вас Мы интересно? экспериментируем еще. Также посадили виноград, посадили авокадо, манго. Да, авокадо, манго тоже не удивишь. Это с косточки, да, просто? Да, мы с косточек садили. А про виноград, где он виноград? Виноград вот с той стороны. Пойдемте посмотрим, как растет виноград. Вот он. Вот виноград у нас тут растет. Мы его нынче только посадили. Надеемся на цветение и на плодоношение. Ну да, пока хотя бы уже растет, это уже хорошо. Да. И так необычно смотрится, да, вот здесь мозаика, стена, здание, а уже виноград бежит по нему, да? Валентина, а как же ребята, воспитанники детского сада, ну вообще принимают участие именно в озеленении вот этого зимнего сада? Да, дети очень часто приходят, смотрят за растениями, ухаживают, а также проходят тут различные мастер-классы, учатся пересаживать. Кстати, они вас могут научить сегодня. как Меня это- научить Да, пересаживать? Да. Ой, мне не терпится на это посмотреть. Собственно, как можно прийти в детский сад и не пообщаться с детишками? Ребята, здравствуйте! Здравствуйте! Чем тут вы занимаетесь и чему меня научите? Мы вас научим рассаживать растения. Так, рассаживать растения, да? Что нам для этого в первую очередь понадобится? Сначала нам понадобится горшок. Горшочек. Так, хорошо. Вот такой горшочек подойдет? Да. Хорошо, так покажись. Ага. Для чего там дырочки? Я вижу там дырочки. Посмотрите-ка, ребят. Для чего они нужны? Вон дырочки. Чтоб лишняя вода протекала. Стекала. Хорошо, есть горшочек. А дальше что? Надо насыпать горшочек Камушек, да? Такие подойдут? Эти камушки называются дренаж, да, ребята? Дренаж. А для чего нужен дренаж? Для чего нужны камушки? Чтобы лишняя вода протекала. Умничка, чтобы лишняя вода стекала. Все, засыпаем. Хорошо. Дренаж есть, ребята. Дальше что? Надо засыпать землю. Надо засыпать землю. Так, аккуратненько засыпаем я землю. говорю. Да? Ну ладно.
Так, так. Нормально. Лопаточкой. Во, молодцы. Давайте я вот сюда поднесу. Засыпаем землю, да, мои хорошие? Давайте. У вас тут так хорошо, да, в зимнем саду? Только холодно. Только холодно немножко, да? Так. Молодцы, молодцы. Ой, как много земли положили. Мне кажется, достаточно, да? Последний. Давай, последний. Все, стоп. Все, стоп, стоп, стоп. Мои хорошие. Все, хватит. Так, отлично. Земля есть. Так, убираем с нашей лопатки. Отлично. Далее что? Ну, далее, наверное, уже объяснит наша, да, Валентина. Согласны? Так, какое растение у нас здесь? У нас вот есть цветочек, это каланхои. Сейчас нам нужно сделать углубление, прямо вот горшочком. Стаканчиком. Да, вернее, стаканчиком. Нам нужно сделать небольшое углубление в земле и перевалить растение туда. Так. Вот так вот. Так, и теперь, ребята, помогайте, берите аккуратно лопаточки, и потихонечку надо его присыпать. Осторожненько. Я сама могу. Присыпаем, молодцы. Давайте, давайте, Вот так помогайте. вот так вот. Мгм. Давайте. Присыпаем. Вот ему Так. теперь в этом горшочке будет очень хорошо. Так. И он разрастется у нас. Я помогу, утрамбую. Все. Все, помощники. Так, все, остановитесь, дорогие мои. хватит. Хватит. Хорошо, я вот прижала его, да, это называется утрамбовала, чтобы он там у нас поглубже сидел хорошенечко. Следующее, что мы делаем? Листик упал. И лаем. Поливаем, умничка, давай, поливаем. Ой, как хорошо, молодец, стоп, Хватит, стоп. сейчас перельешь. Все, умничка. Ну и последняя часть, что нужно? Все у нас вроде бы готово. Теперь нужно побрызгать. Побрызгать нужно. Ну давай, у тебя это хорошо получится. Давай, брызгай, брызгай еще. Вот сюда брызгай. Вот так, еще. Ой, хорошо. Девочки, мальчики, расскажите, а что вам нравится больше всего в вашем зимнем саду? Что больше всего нравится? Мне нравятся кролики. Кролики. Тебе что нравится? Апельсины. Апельсины нравятся? А мне нравятся зайчики, хомячки и черепашки. Тоже хомячки. Хомячки и черепашки. А тебе что нравится в вашем зимнем саду? Попугай. Попугай нравится. То есть вам очень нравятся животные. А растения у вас, смотрите, какие красивые. У вас что растет здесь? Мандарины, еще что растет? Цветы. Цветы. Гранат. Гранат еще растет у вас. Еще Листочки растут. листочки растут, правильно. Ласы. Розы растут, хорошо. Так, а у тебя что ты видел? Что растет здесь? Цветы. Ребята, а как зовут хозяйку вашего зимнего сада? Валентина. Владимировна, да? Вон она, да, стоит? Хорошо ухаживает за растениями, да? Да, хорошая, добрая, добрая, да? А вы листочки вытираете, листочки ходите здесь, рассматриваете, растения трогаете, да? Протираете, да, листочки? Брызгаете водичкой, да? Хорошо. А это, вот это что, ребята? Ну, апельсины, мандарины, правильно, хорошо. Так, а цветы у вас какие есть красивые? Красный большой цветок. Ромашки у вас есть? Да. А вот красный цветок, это как называется? Ромашки. Да, роза же это. Ну ладно, пусть будет ромашкой. Хорошо, давайте сейчас скажем всем нашим телезрителям, передадим пламенный привет. Скажем всем привет вам! Ребята, растите большими, умными и хорошими ребятами. А самое главное, берегите растения, потому что, видите, сколько у вас их тут, они красивые. Ухаживайте за ними и вот пересаживайте побольше цветочков. Спасибо.
Вот такой образцово-показательный зимний сад есть в детском саду номер 8 «Аленушка», который находится в Максоголохе. Отрадно было наблюдать за тем, как детишки могут ежедневно заботиться об этих растениях, как они поливают, ухаживают, опрыскивают их. И это, конечно, достойный пример для многих детских общеобразовательных учреждений. Ну а мы с вами увидимся совсем скоро. До новых встреч!